Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Увеличение числа охранников, металлодетекторы и проверки на входе. Да что тут такого? Да, сумку открыла, все показал, все выложила. Как в республике усилили меры безопасности после трагедии в Подмосковье, расскажет Рамиль Галиуллин. Ждут автобус по 1,5 часа. Казанцы мучаются из-за сбоев работы 37-го автобуса. Расписания у этого маршрута абсолютно нет. Вот люди выходят утром на работу и не знают, доберутся они до работы или нет. Кто в ответе за транспортный коллапс? Разбиралась Ирина Васильева. Музейные маршруты, библиотечный конгресс и детская фольклориада. В этом году приедет все сообщество по направлениям в сфере культуры. Какими еще культурными проектами будет насыщен этот год в Татарстане, расскажет Вероника Гайнутдинова. Трагедия в подмосковном Крокусе стала причиной массового усиления мер безопасности в торговых центрах и других местах массового скопления людей. Ужесточить контроль в республике накануне на встрече с руководителями правоохранительных органов поручил Рустам Минниханов. Уже сегодня небольшие очереди перед ТЦ из-за тщательного досмотра посетителей на входе. В домах культуры проходят внеплановые инструктажи сотрудников. Рамиль Галиуллин сегодня увидел правила безопасности в деле. С досмотра сумок начинается посещение торгового центра «Рамус Молл» в Нижнекамске. На обоих входах постоянно дежурят сотрудники службы безопасности. Контролировать ситуацию помогают более 300 камер. Рассматриваются люди, то есть если они идут с большими сумками, какие-то подозрительные, там, я не знаю, в капюшонах, там как-то смотрят так вот по сторонам, что-то высматривают, то да, это уже вызывает подозрение. Что касается эвакуационных выходов, в этом ТЦ они обозначены знаками и световыми табличками. Это уже Казанский паркхаус. Первое, что бросается в глаза – небольшая очередь на входе. Все из-за тщательного досмотра. На пороге рамки металлодетектора, через которые проходят посетители. И 2 охранника, которые проверяют сумки. Такой же досмотр и у другого входа. Наш импровизированный рейд продлился недолго. Увидев, что мы ведем видеосъемку, к нам подошли сотрудники торгового центра и попросили его покинуть. Вызвали Росгвардию. Сотрудники ведомства среагировали быстро и приехали всего за несколько минут. Редакционное задание для меня ни о чем. По словам посетителей, усиленный режим охраны оправдан. Это наша безопасность. Да что тут такого? Да, сумку открыла, все показал, все выложила. Ничего особенного нет. Ну да, нужны. Но они сюда нужны были, по сути, а не из-за ситуации. Обычно дверь закрыта. Здесь можно открыть, и прямо мы окажемся на улице. Меры безопасности после теракта усилены и в домах культуры. Так, в ДК Саид Галиева провели дополнительный инструктаж сотрудников, ввели доп-контроль на входных группах, проверили системы оповещения и пожаротушения, а также протестировали эвакуационные пути. Здание оборудовано тревожными кнопками для моментального вызова сотрудников Росгвардии. Здесь кнопка и там одна кнопка. Где компьютер, там это стационарный. Это с собой всегда. У нас дворец культуры действует круглосуточно. У нас и ночная охрана есть, и дневная охрана. Это частные предприятия. Также у нас есть дежурные вахтеры. И вот после этого указания мы еще усилили дежурством наших сотрудников. Трагедия сплотила граждан всей страны. Помогают и материально. Так, всего за несколько дней движение «Мы вместе» собрало почти 1 миллиард рублей для пострадавших и семей погибших в Крокусе. Большую часть из них пожертвовали рядовые граждане, в том числе и татарстанцы. Часть выручки от продажи билетов на концерт юбилейного фестиваля в фонд помощи передаст и оркестр «Ля Примавера». Всю Россию потрясло это событие. Мы, как люди искусства, конечно, очень тонко это чувствуем. И хочется что-то сделать, предпринять. У нас идет фестиваль 65, и мы решили часть суммы, вырученной за концерт этого фестиваля, перечислить в Красный Крест. Там есть специальный счет. О помощи семьям погибших и пострадавших объявил Фарид Мухаммедшин на заседании Президиума региональной партии «Единой России». По инициативе единороссов сбором средств занимается благотворительная организация «Добро, мир». Казанцы сочувствуют и сопереживают все эти дни. На Баумана продолжают нести цветы к стихийному мемориалу и зажигать свечи у часов. Горе не только у тех, у кого погиб, а у всех у нас. Вот.
Поэтому люди идут и идут и идут. Боль за тех, кто потерял своих близких. Люди сплотились, приходят, как бы вот объединились. Четвертые сутки не утихает скорбь и у жителей Альметьевска. Здесь, как и в других городах, после трагедии белые журавли стали символом улетающих душ. Большая трагедия для России, для всех регионов, для всех жителей России. Потери для нас всех. Все сейчас переживаем. Мы, жители Республики Татарстан и города Альметьевск, сочувствуем всем потерпевшим, их родственникам. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Нижнекамск, Казань, Альметьевск. По последним данным, в результате теракта в Подмосковье погибли 139 человек, среди них 3 детей. Ранения и травмы получили 182 человека. Безопасность мест массового скопления людей сегодня стала одной из тем на заседании Комитета Госсовета по законности и правопорядку. Речь шла о стройматериалах, которые используют при строительстве торговых и развлекательных центров. Депутат Ильдар Шамилов поднял вопрос ужесточения нормативов в проектировании и строительстве объектов с массовым пребыванием людей. В МЧС отметили, в стране действуют такие регламенты, однако зачастую трагедия происходит в зданиях, которые изначально не строились как развлекательные объекты, а были под них перепрофилированы. На сегодняшний день проблема состоит не в том, что нет норматива, не определено, из чего надо и как надо строить. Такие серьезные последствия по опыту и татарстанских пожаров, у нас тоже, к сожалению, были и резонансные пожары, серьезные последствия возникают на объектах, которые не изначально строились как объекты с массовым пребыванием людей вот такого развлекательного характера, а приспособленные объекты, которые на базе каких-то старых учреждений, предприятий и перепрофилировались. Глыба льда сегодня рухнула с крыши дома на девушку. Все произошло на улице Горького в Казани, рядом с управлением здравоохранения. Пострадавшая не могла даже встать на ноги, вызвать скорую, ей помогли прохожие. Сейчас в состоянии средней степени тяжести, она находится в 7-й горбольнице. Проверку начала прокуратура. Из-за скачков температуры риск схода снега с крыш увеличивается. Начинает прибывать и вода. На видео из соцсетей участок Фермского шоссе. Легковым автомобилем вода почти по капот. Накануне из-за потопа на дороге Метроэлектротранс изменил движение троллейбусов в направлении Танкового кольца. Напомню, в Казани в эти дни введен режим повышенной готовности к паводку. По данным МЧС, пик ожидается на неделю позже обычного, примерно во второй декаде апреля. Все из-за отрицательных температур ночью. Об ухудшении погоды предупреждал сегодня Гидрометцентр. Завтра сильные осадки в Казани и районах республики. Это дождь, снег и мокрый снег. Северный ветер с порывами до 23 метров в секунду. На дорогах снежная каша и гололед. Более 1000 жителей Сухой реки столкнулись с транспортной проблемой. Самый отдаленный жилой массив с Казанью связывает единственный 37-й автобус. Но с конца прошлого года начались сбои. Сначала меняли расписание, затем и вовсе сократили маршрут. Теперь автобус доезжает только до ДК Ленина. Раньше можно было добраться до Фермы-2 в Приволжском районе. Из 18 автобусов на рейсе остались лишь 2. Время ожидания увеличилось до 1,5 часов. Кто в ответе за транспортные коллапсы и намерены ли решать проблему, разбиралась Ирина Васильева. Вечером, да, на такси приехать. Утром сейчас опять на такси ехать. Тяжело. Наталья Вещагина из Сухой реки каждый день добирается на работу в центр города. Если раньше автобус приходил за 10-15 минут, теперь ждет по часу и больше. Чтобы не опоздать, часто заказывает такси, что довольно накладно, сетует женщина. С 12 лет как бы все хорошо было с автобусом, на работу добиралась спокойно. Но с этого года это вообще невозможно. Ни в это поехать, ни на работу, ни детям в школу поехать. Ну, учеба. На 2 автобусах так. Проблема возникла еще в январе. 37-й автобус проходил путь длиной в 30 километров. Объезжал почти весь город, начиная от кладбища Сухой реки до остановки Ферма-2. Сейчас на рейсе только 2 автобуса. И ездят только до соцгорода. Дальше только с пересадками. Это время и деньги. Расписания у этого маршрута абсолютно нет. Вот люди выходят утром на работу и не знают, доберутся они до работы или нет. Просим продлить наш маршрут, как раньше был, потому что многие жители, работающие, приходится им ехать с пересадкой, что отнимает и время, и денежные средства. Ксения Парфишина, мама 3 детей, говорит, после проблем с единственным маршрутом пришлось пересесть на машину. Муж мне купил машину, мне приходится сидеть дома, я целый день работаю транспортом.
Иногда соседей с собой прихватишь, чтобы довести их до точки. Это же невозможно. Вот взять хотя бы аптеку. Ну, элементарно. Ладно, я еще молодой, могу как-то проскочить туда-сюда. А бабушкам как? Кто с давлением ехать в аптеку, это время надо сколько убить. С просьбой разобраться в ситуации жители Сухой реки обратились в прокуратуру авиастроительного района. В ходе проверки были выявлены отдельные нарушения. Было установлено, что действительно имеет место нарушение расписания движения автобусов. По результатам проверки в адрес руководителя исполкома города Казани было внесено представление. Данное представление было рассмотрено и, соответственно, были приняты меры для устранения выявленных нарушений и для решения данного проблемы населения. А именно с 1 марта был введен новый сокращенный маршрут под номером 37А. Но даже сокращенный маршрут работает с перебоями. Исполком Казани в ответ на жалобы жителей сообщил, маршрут обслуживается индивидуальным предпринимателем. У него в автопарке 18 автобусов, но не хватает водителей. Автобусов достаточно вот в ПТП сейчас? Это гараж, не знаю. А кондукторлар? Кондукторлар... Может, кондукторлар жетмедер или водительler жетмедер? Ну, гараж, спросите, пожалуйста. В парке частникам увидели несколько красных автобусов. Вот только в рабочем ли они состоянии. Самого руководителя застать на месте не удалось. Как нам сообщили в мэрии, в ближайшее время будет объявлен конкурс на обслуживание 37-го городского маршрута. Сирина Васильева, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Коммунальную аварию в Нижнекамске устранили, тепло дали. Напомним, накануне без отопления остались 16 нижнекамских многоэтажек, а также 2 детских сада и школа. На место выезжал глава района Рамиль Мулин. Он записал видеообращение в своем телеграм-канале, где рассказал о ситуации на месте и принес извинения жителям. Аварии на трубопроводах – больная тема для города. По данным Минстроя, по количеству порывов на сетях воды и теплоснабжения Нижнекамск в антилидерах по республике. Только за новогодние дни произошло 28 отключений горячей воды. В этом году здесь планируют отремонтировать сети теплоснабжения на 190 миллионов рублей. Почему у погорельцев рынка «Новая Тура» под Казанью было больше шансов спастись, чем у торговцев и посетителей ТЦ «Адмирал»? И почему Татарстан вкладывает 3 миллиарда рублей в пожарную безопасность? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Рустаму Минниханову сегодня представили нового военного комиссара Татарстана Юрия Беляева. До назначения он был военкомом Удмуртии. Раису его представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко. До декабря 2023 года военкомом Татарстана был Сергей Погодин. Вот этот пост он занимал 17 лет. Операторы беспилотников, заключившие контракт в Татарстане, проходят подготовку на полигонах Центрального военного округа. С начала этого года инструкторы Центра подготовки специалистов в Свердловской области обучили свыше 100 операторов дронов для выполнения задач на специальной военной операции. Управлению скоростными аппаратами учат с помощью симуляторов и на практике. Образовательный курс включает инженерную подготовку, тактику использования дронов, программирование и ремонт. Граждане, заключившие в Татарстане контракт на военную службу до 1 апреля 2024 года, получат дополнительную денежную выплату. Сам решил к подписанию контракта и познакомился с человеком, который уже именно этим занимается. И как бы он что-то подсказал, что-то помог. И как бы у меня появилось такое решение, то, что я сейчас молодой еще, да, я могу это, полегче мне это будет даться обучение. И тем самым очень много могу помочь своим боевым товарищам. Рустам Минниханов провел заседание Инвестиционного совета республики, где сегодня рассмотрели 10 проектов на сумму более чем 230 миллиардов рублей. Так, в Татарстане появятся еще 3 новых промпарка. 2 в Высокогорском районе, 1 в Верхнеуслонском. Они будут заниматься сельхозпереработкой. В Тукаевском районе хотят построить асфальтобетонный завод, в Ютазинском – глэмпинг, в Казани – ресторанный комплекс у набережной Казанки. Среди проектов пляж в Чистополе, хостел для работников индустриального парка в Зеленодольском районе, производство антивандальных покрытий. Сегодня одобрили и строительство второй очереди газохимического комплекса аммонии в Менделеевском районе. Реализация проектов позволит дополнительно создать 20 тысяч новых рабочих мест. Я считаю, что это стратегический проект в целом для нашей страны. Нам надо увеличивать газопотребление внутри страны. Это крупный инвестиционный проект, 160 миллиардов.
Это крупный потребитель, во-первых, газа, крупный потребитель электроэнергии. Значит, это очень новые рабочие места. По объемам доходов консолидированного бюджета Татарстан лидер в ПФО и в первой пятерке среди всех регионов страны. Опережают нас только Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Об этом сегодня сообщили в Минфине. За январь и февраль в республиканскую казну поступило более 69 миллиардов рублей. Большая часть – это налог на доходы физических лиц и на прибыль организаций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост налоговых поступлений из нефтегазовой, строительной и машиностроительной отраслей. Снижение отмечается в химии и нефтехимии. По словам заместителя министра Аллы Анфимовой, это связано с сокращением объемов производства на Казань-Оргсинтезе, Нижнекамск-Шине, а также в компании Нефис Косметикс. План поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 2024 год утвержден в объеме 400 миллиардов рублей. Исполнение консолидированного бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам за январь-февраль текущего года в целом соответствует средней норме плановых назначений за указанный период, что позволило исполнить расходные обязательства бюджета за данный период. Сегодня из Казани отправили очередную гуманитарную колонну в Лисичанск и Рубежное. 6 фур общим весом более 100 тонн выехали в подшефные города республики. Для жителей ЛНР везут продукты питания, одежду, бытовую химию и технику. Также подготовили спортивный инвентарь для школ. Нижнекамск собрал тонну книг и продовольствия. 1,5 тонны одежды и продуктов отправила Аксубаевский район. Елабуга передала 25 печей. В сборе гуманитарного груза активно участвовали и предприятия. За все время специальной военной операции партия «Единая Россия» организовала доставку свыше 2000 тонн гуманитарки. Здесь же бытовая техника, потому что социальные объекты, которые сейчас уже восстанавливают, подключают тепло, подключают электричество, то есть жизнь налаживается, поэтому оснащаем уже бытовой техникой для нормальной жизни и работы. Мы рады, что Татарстан помогает жителям Донбасса. Вот это ощутимая помощь. Это гораздо легче становится людям. Вот, они рады и довольны. Мы, Республика Татарстан, молодая гвардия, очень хотим, это внутренний позыв, помогать жителям наших новых регионов, тем более подшефных городов наших, Лисичанск, Рубежное. И уверены, что мы будем помогать до тех пор, пока эта помощь будет необходимой. Библиотечный конгресс, музейный форум, юбилейный фестиваль мусульманского кино, детская фольклориада. Эти и другие международные и всероссийские мероприятия пройдут в этом году в Татарстане. Об ожидаемых культурных событиях в республике сегодня рассказали журналистам. Ирада Аюпова также сообщила о планах на этот год по нацпроекту «Культура». Вероника Гайнудинова расскажет о том, что ждет культурный Татарстан. В рамках проекта «Культурная среда» в 2024 году запланировано открытие 14 новых объектов. Новые сельские дома культуры появятся в Апастовском и Алькеевском районах. Капремонт пройдет в Сармановской детской школе искусств имени Ильгама Шакирова, в Зеленодольском театре и музее, в Бавлинском краеведческом музее. Новые модельные библиотеки построят сразу в 3 районах – Елабужском, Дрожжиновском и Кукмарском. 1200 специалистов повысят квалификацию по проекту «Творческие люди». Этот год – 6-й в реализации нацпроекта «Культура». У нас появились абсолютно новые стандарты работы, новые учреждения. В стране не так много было создано центров культурного развития. У нас в Елабуге и в Зеленодольске есть замечательные площадки. Сегодня самый ключевой вызов, как правильно использовать тот инструментарий, который нам в том числе передан был в рамках национального проекта «Культура». Татарстан в этом году проведет проекты федерального масштаба по всем направлениям в сфере культуры. В апреле Казань ждет форум «Музейные маршруты». Это обсуждение актуальных вопросов, презентация музеев, экскурсионная программа. Это возможность представить Республику Татарстан в других регионах, даже иногда в других странах, и привести сюда, в Казань, в Татарстан, крупные проекты федеральных музеев. В мае в Казани пройдет библиотечный конгресс впервые в статусе международного. Ждут 2000 делегатов. Приглашены участники из Китая, Сербии, Ирана, Кубы, Индии. Конгресс Татарстан принимает благодаря победе в конкурсе «Самый читающий регион». Своей классической работой библиотечной мы занимаемся всегда. Но и там есть много новаций, интересных проектов. Это будет живой обмен. Но и в то же время нужно найти новые интонации в общении и
в дружбе с другими библиотеками. В июне Казань примет Всероссийскую детскую фольклориаду и объединит больше 1000 участников со всей страны. Это будут шествия коллективов по городу, концерты на разных площадках и парад дружбы на Сабантуе. Предпочтение, конечно, отдается коллективам, которые осваивают фольклорные традиции именно своего края и представляют в программах региональный и местный репертуар. Поэтому это будет насыщенная, красивая программа. Еще одно крупное событие – Международный театрально-образовательный форум «Наурус» состоится в мае. Всего запланированы порядка 6000 мероприятий. Большинство из них уличного формата. Чтобы принять участие, смогли все жители и гости республики. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Сегодня в Йошкар-Оле обсудили организацию федерального Сабантуя. Здесь прошло заседание оргкомитета по его подготовке и проведению под председательством главы Мариэл Юрия Зайцева. Участие приняла татарстанская делегация во главе с вице-премьером и председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василием Шейхразиевым. Сабантуй пройдет 5-6 июля. Почетными гостями праздника станут более 1000 человек. Мероприятия пройдут в поселке Руэм, на Медведевском ипподроме. Это в 3 километрах от столицы. Куратором федерального Сабантуя станет Нижнекамский район. Он подготовит татарское подворье и концерт мастеров искусств Татарстана. Сегодня утвердили логотип. Мы его рассматриваем в большей степени как событийное мероприятие, что очень большое количество туристов со всей России сюда приедут, увидят прекрасную республику, организованность и неоднократно захотят еще сюда вернуться, а может даже открыть и переехать. Мы это расцениваем как большая ответственность, чтобы наш регион, Республика Мариэл, достойно приняла наших братьев, наших соседей, и чтобы проведенный в нашей республике праздник занял, я бы сказал, такое особое место в ряду региональных, всероссийских, но проведенных в тех или иных регионах праздников Сабантуй. В Татарстане с диагнозом эпилепсия живут 2000 детей и 5000 взрослых. Сегодня Международный день осведомленности об этой болезни. Его также называют фиолетовым. Цвет выбран не случайно. Он благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи. Эпилепсию объясняют генетическими факторами, наследственными заболеваниями, а также следствием перенесенных травм. Болезнь проявляется в детстве, сохраняется и прогрессирует во взрослом возрасте. Всего существует более 100 разных синдромов, однако современные препараты позволяют в 70% случаев полностью избавить человека от приступов. Возвращаясь к количественным характеристикам, уважаемые друзья, это ни много ни мало, а 2000 детей. И эта цифра, повторюсь, с учетом гипер- или гиподиагностики, требует корректировки и требует внимательного отношения всего медицинского сообщества, работающего с детьми в республике. Проведут полную диагностику, выявят возможные заболевания и составят план лечения. В клинике СЛ помогут избавиться от грибка ногтей. Страдают этим более 20% населения России. Заболевания лечат специальным лазерным аппаратом. Для результативного лечения я подобрал индивидуальные параметры лазера. Как говорят врачи клиники СЛ, грибковые инфекции у каждого 4-го пациента. Чаще всего это поражение ногтей на руках и ногах. Заражаются в общественных местах при занятиях спортом, посещении бассейна и сауны. В клинике СЛ помогут каждому, даже с тяжелой стадией грибкового заболевания. Здесь специалисты работают на современном лазерном аппарате безболезненно и без реабилитации. Первый этап – это фунгицидный, когда лазерный луч уничтожает споры, мицелий гриба. Второй этап ускоряет метаболизм, то есть ускоряет рост ногтевой пластины. Грибок обязательно нужно лечить, предупреждают врачи клиники СЛ, иначе могут быть осложнения, поражаться кожа и слизистые. К тому же заболевание заразно. Лазер вылечит грибок и у тех, кому противопоказаны противогрибковые препараты. Это альтернатива лекарственной терапии, это фунгицидное действие, то есть лазер уничтожает сам грибок в ногтевой пластине, не повреждая ногтевую пластину. Данное лечение, оно ускоряет рост ногтевой пластины. Важно знать, что процедура проводится курсом 1 раз в неделю. Его длительность и интенсивность определят специалисты клиники СЛ в зависимости от запущенности болезни. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В предстоящие сутки Татарстан останется под влиянием центра циклона. Ожидаются сильные порывы ветра. Весна – время обновления.
Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца марта скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погоды, в Арске, Балтасях и Высокой горе будет облачно. Пройдет дождь и мокрый снег. Температура днем 0 плюс 1 градус, ночью минус 2, минус 3 градуса. В Буинске, Кайбицах и Дрожжаном тоже облачно, снег с дождем. Температура днем от 0 до 1 градуса тепла, ночью от 1 до 2 градусов мороза. В Чистополе, Аксубаево и Черемшане будет пасмурно, ожидается дождь со снегом. Температура днем 1-2 тепла, ночью 2-3 мороза. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Агрызе облачно, осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем плюс 1, плюс 3, ночью минус 1, минус 2. В Альметьевске, Лениногорске и Ознакаево температура днем 2-3 градуса выше нуля, ночью до 2 градусов ниже нуля. Здесь тоже дождь со снегом. Чуть похолодает и в туристических городах республики. Здесь тоже будет дуть очень сильный ветер, его порывы могут достигать 10 метров в секунду. В Свияжске температура днем плюс 1 градус, будет облачно, осадки в виде снега и дождя, ночью 1 градус мороза. В Болгарах днем плюс 1, ночью минус 2, здесь будет облачно, пройдет снег с дождем. В Елабуге пасмурно, осадки, температура 2 градуса тепла днем и 2 градуса мороза ночью. В столице Татарстана будет облачно, осадки в виде снега с дождем. Температура днем плюс 1, ночью минус 1 градус. Атмосферное давление ниже нормы, 744 мм ртутного столба. Ветер северный, порывистый. Его скорость будет превышать 9 метров в секунду. Влажность 86%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Берегите себя. До встречи.